Книга Исы Асхабова «Чеченское оружие». Предисловие редактора к этой книге. Работа Исы Асхабова состоит из нескольких разделов: небольшой вводной части, кратких сведений по истории Чечни, материалов по археологическому оружию, истории утраты материальных культурных памятников в результате военных и исторических катаклизмов. Основная часть работы посвящена чеченскому оружию XVII и XIX веков. В разделе «Чеченское оружие XVII-XIX веков» автор подробно рассматривает все типы клинков, производившихся и бытовавших в Чечне, основываясь как на литературных источниках, так и на информации, собранной им самим в селениях Чечни, от потомков мастеров и от тех людей, хранящих в памяти традиции народа. В этом разделе автор предлагает новое толкование термина «гурда», основываясь на чеченской этимологии. Значение этого слова в чеченском языке, название тейпа, рода, название селения. Эта аргументация представляется убедительной и вносит новое определение в оружиеведение. Интересны и новые размышления автора о других типах чеченских клинков терс-меймал и калдам. Свои соображения о происхождении и бытовании этих клинков он дополняет историческими преданиями народа, народным эпосом и героическими песнями Илли XVII-XIX веков. Раздел «Основные центры оружейного производства» вообще уникален. Здесь автор сделал то, что до него не сделал никто. Собрал по центрам производства, известным по литературным источникам, сведения о мастерах, работавших в течение XVII-XX веков. Следует сказать несколько слов о состоянии изучаемого вопроса. До появления этой работы наука располагала довольно скудными сведениями о развитии оружейного ремесла у чеченцев. Архивные материалы почти не содержат сведений о мастерах-оружейниках, которые были, как правило, бедными людьми. Их доход был ниже уровня дохода, подлежащего налоговому обложению, поэтому они не интересовали царскую администрацию и не попадали в материалы проверок ремесленных заведений. В отличие от них, мастера серебряного дела обычно фиксировались пробирными учреждениями. Терский пробирер, в сферу деятельности которого входила Чечня, судя по сохранившимся отчетам, не отличался особым рвением и проверял лишь мастерские Грозного и Владикавказа. В сельские районы он не выезжал и лишь докладывал, что нарушений пробирного устава нет. На всероссийских и международных выставках оружейные изделия из Терской области, за исключением Владикавказа, не выставлялись. Таким образом, по этому региону мы располагаем лишь литературными источниками. Это работы Буцковского, выдержки из описания кавказских губерний и соседних горских областей 1812 года. Работы Норденстамма «Описание Чечни» 1834 год. Работы Ипполитова «Этнографические очерки Аргунского округа» 1868 год. Работы Лаудаева «Чеченское племя» 1872 год. Вертепова «Очерки кустарных промыслов в Терской области» 1897 год, а также русские архивные материалы XVII века. Указанные авторы дают краткие сведения о бытовавших в Чечне типах холодного оружия и называют несколько имен наиболее известных мастеров. В советское время изучение оружейного мастерства и в официальных учреждениях Чечено-Ингушетии не поощрялось. Так, в работе, посвященной изучению ремесла в целом, Шейх Б. Ахмадов «Ремесленные занятия чеченцев и ингушей XVIII – в начале XX века, 1986 год», называются центры, где было особенно развито оружейное производство, и приводятся имена только двух мастеров. В результате целая область ремесла и искусства осталась неисследованной, почти утраченной, не оставив по себе памяти. И вот нашелся человек, который в такие трудные для чеченского народа
1990-е годы взялся за ликвидацию этого пробела. Знакомясь с книгой Исы Асхабова, начинаешь понимать, как важно быть увлеченным человеком. В тяжелое время между войнами он обходил одно селение за другим, собирая сведения о работавших здесь когда-то мастерах. К счастью, чеченцы помнят имена своих предков до седьмого колена и более. Потомки мастеров рассказывали ему о своих предках, и этот рассказ нередко уходил корнями даже в 17-18 века. Невольно думается, что если бы этот опрос был проведен раньше, сколько прибавилось бы новых имен. Да и теперь он мог быть полнее, если бы не трагические обстоятельства судьбы народа. Депортация 1944 года унесла многие жизни, в том числе и потомков мастеров, так что вспомнить о них некому. Война 1994-1996 годов уничтожила письменную память народа, архив и музейные экспонаты. Сохранились лишь памятники у частных лиц и в музеях других городов. По исследованиям Исы Асхабова были известны имена 14 мастеров-оружейников. В результате его работы появилось еще 148 имен. Теперь список чеченских оружейников насчитывает 162 человека, а включая список 1866 года 180 человек. Автором выявлены также 6 клейм, неизвестных науке в наши дни, однако бывших широко известными в XVIII-XIX веках. Трудно переоценить значение этой работы. Имена мастеров в сопоставлении с подписями и клеймами позволят выявить изделия этих мастеров, хранящиеся пока как анонимные экспонаты в наших музеях. Уже на первых этапах знакомства с работой автора стало возможным выявить в фондах Государственного исторического музея в Москве чеченский кинжал работы мастера Мохмада из аула Джугурта. Хочется отметить избранную автором удачную форму освещения данной темы в сочетании с историей, традициями и обычаями чеченского народа. В работе в качестве приложения помещена воинская терминология оружия и военного дела, составленная Сулеймановым, которая содержит большой исторический и апокрифический материал, очень уместный в этом издании. Книга Исы Асхабова станет вкладом и в изучение истории чеченского народа, и в оружиеведение. Она будет интересна и полезна как для профессионалов, историков, этнографов, музейных работников, так и для любителей оружия и широкого круга читателей. Аства Цатурян, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного исторического музея Москва. Продолжение следует. Следующее видео будет введение в книгу.